Столичный пляж до сих пор не открыт официально, да и в республике действуют коронавирусные ограничения. Массовые скопления людей запрещены. Но жителей Сыктывкара это нисколько не смущает. Солнце и вода привлекают больше. Водичка отличная, во! День начался прекрасно. Загораем, играем в волейбол, ведем здоровый образ жизни. Всем рекомендуем. На городском пляже довольны отдыхающие уже не первый день. У многих даже устойчивый почти южный загар. Жители готовы провести здесь все лето. Планы скорректировала пандемия. Заграничные моря закрыты, на российские ехать рискнут немногие. Планы на отпуск у нас в этом году проводить здесь в связи с коронавирусом, самоизоляцией. Русский юг закрыт. В этом году мы от моря отдохнем. Каждый год ездим, так что не поедем в этом году. На наш юг, Краснодарский край, она поможет. Ну и здесь хорошо, погода позволяет нам. Очень хорошо, нравится нам. Детки плавают. Только вот купаться в водоемах сейчас запрещено. Об этом горожанам напоминают специальные патрули. ГИМС, волонтеры, полиция. Санкционированных мест отдыха у воды пока нет во всей республике. До 17 июня действует режим повышенной готовности. Вот есть такие у нас памятки специально, где указываются основные правила. Это, конечно, купание в специально только отведенных местах. Это пляжи у нас, где дежурят спасатели, где у нас специальные места отведенные. Для этого есть медицинские работники. То есть, если человек купается в неустановленном месте, несанкционированном, то это считается нарушение уже. По открытию пляжей самих, по времени, когда они будут открыты, мы сказать пока не можем. Это будет по готовности пляжей. Как муниципальное образование подготовит пляжи, они, соответственно, должны пройти все подготовку, оборудовать, проверить наличие всех санитарных заключений. Должна быть вода положительная, песок должен быть заключение положительное, плюс промеры глубин. Все проверят, посмотрят, должно быть заключение, опять же, акт промера глубин. И когда все документы будут готовы в муниципальных образованиях, они будут выходить на инспекции ГИМС, которые в районах, и они уже комиссионно будут выезжать на приемку пляжей. Сейчас, например, администрация Сыктывкара только ищет подрядчика, который займется обустройством пляжа в местечке Кируль. Торги намечены на 19 июня. Стоимость работ – 1 000 000 рублей. Навести порядок, выровнять подъездные пути, установить урны, грибки, кабинки для переодевания, скамейки, информационные щиты. В течение сезона ежедневно убирать территорию и вывозить мусор. Предусмотрена и противоклещевая обработка. Пляж будет готов только в июле. Это поздно, сетуют горожане, и коронавирус тут ни при чем. Официальное открытие запаздывает практически каждый год. Мало палаток, чтобы куда обратиться тут. Водички попить, народу вон. Так бы хорошо было. Прошу администрацию нашего города, сделайте нам, пожалуйста, хороший пляж, чтобы можно было где-то что-то с детьми посидеть. Решением администрации на городском пляже открыт спасательный пост. Дежурство с утра и до 8 вечера. Особое внимание детям. Граждане отдыхающие, купание сейчас запрещено. Не оставляйте детей без присмотра. Во всех местах, где мы считаем, есть необходимость установить знаки «Купание запрещено», по постановлению администрации мы их установили. Значит, таких мест порядка 17 в городе Сыктывкаре, где, опять же, массово выходят люди к воде. Значит, что еще было сделано? Нами был подготовлен, разработан межведомственный план патрулирования на водных объектах, в которых участвуют и Государственная инспекция по маломерным судам, и все спасательные подразделения, у которых есть плавсредства на территории города Сыктывкара. По опыту прошлых лет, говорят специалисты, только на территории пляжа из воды вытаскивают примерно 10 недоплывших до берега. Приходилось оказывать и первую реанимационную помощь. Жаркая погода, хочется окунуться. Можно ли купаться и какие опасности подстерегают в воде? В неподготовленных местах купаться запрещено, так как имеются опасности. В первую очередь это холодная вода, температура только установилась, вода не прогрелась. Это чревато охлаждением. Человек, который нагрелся на солнце, резкий перепад температуры в воде может привести к судорогам, к спазму, к нарушению сердечной деятельности, дыхания. Также дно не обследовано. Это могут быть коряги, бревна, проволока, различные посторонние предметы, которые могут также человек может повредиться при нырянии.
Сотрудники ГИМС патрулируют водоемы по всей республике. Часто среди пострадавших любителей искупнуться под шофе. В Нижпогодском районе уже этим летом зафиксирован такой случай. Пропавшего пока не нашли. В прошлом году в регионе утонули 42 человека. При этом жарких дней почти не было. Ольга Коняева, Павел Люленмин, телеканал Юрган.